международных конкурсов Дарья Ливанова и Ильяс Камалов. Концертмейстер, народный артист Республики Татарстан Роман Чуйнов. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, почитатели классической музыки! Мы рады приветствовать вас в этом прекрасном зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая на концерте филармонического музыкально-литературного лектория под руководством заслуженного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева. В этом году весь музыкальный мир широко отмечает 150-летие со дня рождения гениального русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова, творчество которого является одной из вершин мировой музыкальной культуры. Сергей Рахманинов принадлежит к эпохе величайшего расцвета русской культуры, Серебряному веку, который подарил нам таких поэтов и писателей, как Александр Блок, Владимир Маяковский, Антон Чехов, художников Михаила Врубеля, Василия Кандинского, Константина Коровина, композиторов Сергея Танеева, Александра Скрябина, Александра Глазунова и многих других, которые прославили наше Отечество далеко за его пределами. Сергей Васильевич сумел создать уникальный, легко узнаваемый на слух музыкальный язык. Его камерно-вокальное творчество и фортепианные произведения украшают репертуар лучших музыкантов мира, а исполнительское мастерство Рахманинова, запечатленное благодаря развитию звукозаписи, до сих пор и сегодня является эталонным. Прозвучит романс Сергея Рахманинова на слова Марии Давидовой «Я жду тебя». Исполняет лауреат международных конкурсов Оксана Шайдулина. Сергей Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в имении Онег Новгородской губернии третьим ребенком, где вскоре появились его и младшие братья и сестры. Родители Сергея Рахманинова были очень музыкальные. Оба они, и отец Василий Аркадьевич, и мама Любовь Петровна, играли на фортепиано и часто развлекали детей и гостей игрой на инструменте.
Музыкальную одаренность маленького Сережи заметили очень быстро. Уже в 4 года он начал заниматься музыкой, сначала с мамой, а затем со знакомой родителями Анной Дмитриевной Арнацкой. И сейчас вы услышите романс Сергея Рахманинова на слова Михаила Лермонтова «У врат обители святой». Поет обладатель Шаляпинской премии Дмитрий Босов. Мало кто знает, что семья Рахманиновых принадлежала к древнему дворянскому роду, предки которых были занесены в бархатную книгу, в которой заключались самые знатные боярские и дворянские фамилии царской России. Род Рахманиновых, который на протяжении веков нес военную службу, был очень музыкален. Дедушка Аркадий Рахманинов, будучи военным, военную службу не любил и все свое время посвящал музыкальным занятиям. Он великолепно играл на фортепиано, сочинял фортепианные пьесы и романсы. Однако так сложилось, что
из-за отсутствия профессионального музыкального образования и ввиду понятий русского дворянства он так и не сумел стать артистом. Прозвучит романс Сергея Рахманинова на слова Александра Пушкина «Не пой, красавица, при мне», который исполнит заслуженная артистка Республики Татарстан Регина Валиева.
Регина Валиева и Роман Чуйнов. Как и других мальчиков в семье, юного Сережу готовили к военной службе. Он вместе со своим старшим братом Владимиром должен был поступить в Пажеский корпус в Петербурге. Однако родители, видя сильную предрасположенность юного Сережи к музыке, приняли решение отдать его в подготовительный класс Петербургской консерватории. Прозвучит романс Сергея Рахманинова на слова Константина Бальмонта «Островок», который для вас исполнит народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист России Георгий Ибушев. Так получилось, что маленький Сережа часто проводил свое детство, наверное, как и любой мальчишка, на улице, в играх и забавах, и не очень охотно занимался музыкой. И спустя 2 года, когда из-за неуспеваемости его чуть не отчислили из консерватории, ситуацию спас его двоюродный брат будущего композитора, который приехал из Москвы в Петербург. Это был Александр Зелотти, еще юный, но уже известный в Москве пианист. Послушав игру мальчика, он убедил родителей отправить его в Москву на обучение к Николаю Звереву, у которого он сам ранее учился. Если он не сможет огранить этот бриллиант, то никто уж этого не сможет, сказал Александр Зелотти. Звучит романс Сергея Рахманинова на слова Семена Надсона «Пора». Поет заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Явись,
взгляни, как мы устали, как мы беспомощны в мучительной борьбе. Теперь или никогда сознание умирает, стыд гаснет, совесть спит. Ни проблеска кругом, одно ничтожество, свой голос возвышает. Николай Зверев не имел своей семьи, и поэтому в своем доме он организовал частный пансион, в который брал на воспитание особо одаренных учеников, которые полностью жили на его попечении и на образовании которых он не жалел средств. Уже в Москве под чутким руководством Николая Зверева у 9-летнего Сережи Рахманинова, благодаря кропотливым занятиям с Николаем Зверевым, посещению театров, общению с творческой интеллигенцией, появился интерес к музыке. Он научился дисциплине и стал проявлять колоссальную работоспособность. Музыкальную программу продолжит романс Сергея Рахманинова на слова Виктора Гюго «Они отвечали». Исполняет лауреат международных конкурсов Гулинара Байназарова. В годы учебы в Московской консерватории юного Сергея Рахманинова приютила семья его тетушки Варвары Аркадьевны Сатиной, которая привезла 17-летнего Сергея Васильевича на лето в свое имение в Ивановке. С тех пор это место стало самым любимым и самым дорогим в жизни композитора, наполненное первыми приятными воспоминаниями, любовной восторженностью и необыкновенным вдохновением. В Ивановке Сергей Васильевич познакомился с сестрами Натальей, Верой и Людмилой Скалон. На многие годы его связали с ними сердечные и доверительные отношения.
Для каждой из сестер он написал по романсу с посвящением, и также для всех троих создал пьесу для фортепиано на тему вальса, сочиненного Натальей. Со временем отношения Рахманинова с сестрами приобрели особенно дружеский характер, и они многие годы поддерживали друг друга. Прозвучит романс Сергея Рахманинова на слова Эдуарда Пейрона в переводе Вероники Тушновой «Апрель. Вешний праздничный день», который исполнит лауреат всероссийских конкурсов Сергей Беляков. В 1900-х годах по приглашению крупного промышленника, мецената Саввы Мамонтова Сергей Рахманинов получил место дирижера в его частной опере. А с 1904 по 1906 годы Рахманинов был поглощен дирижерской деятельностью в Большом театре, где заведовал русским репертуаром. И также он там поставил свои маленькие оперы «Франческу да Римини» и «Скупого рыцаря». Рахманинов вспоминал: «В эти дни возникла моя дружба с Федором Шаляпиным. Это было то время, когда Шаляпин создавал своего Бориса Годунова, Ивана Грозного и многие другие роли, которыми он завоевал весь мир. Исключительное, незабываемое удовольствие присутствовать при творчестве гения». Звучит романс Сергея Рахманинова «Все отнял у меня». Поет обладатель Шаляпинской премии, лауреат международных конкурсов Тимур Сабиров.
вали воздух сон. Одну тебя при мне оставил он, чтоб я ему еще молиться мог. 15 марта 1897 года состоялась премьера первой симфонии молодого Рахманинова в Петербурге, где на концерте присутствовали Николай Римский-Корсаков, Владимир Стасов, Цезарь Кюи и другие представители музыкальной элиты. Исполнение симфонии обернулось катастрофическим провалом. Неудачное исполнение под руководством Александра Глазунова и разгромная критика наложили тяжелый отпечаток на творческую деятельность Рахманинова. Прошло 2 года, и в эти 2 года я, кроме одного романса, не написал ни ноты. Способность сочинять я потерял совершенно, по-видимому, писал композитор. Музыкальную программу продолжит романс Сергея Рахманинова. Выступает лауреат премии имени Мусы Джалиля Ильяс Камалов. Ильяс Камалов и Роман Чуйнов.
Учеба в Московской консерватории Сергея Рахманинова проходила блестяще. Его преподавателями по композиции были Сергей Иванович Танеев и Антон Степанович Аренский. А по фортепиано он занимался у Александра Ильича Зелотти. Для выпускного экзамена по композиции юный 19-летний композитор написал одноактную оперу «Олека» по поэме Александра Пушкина «Цыганы» всего за 17 дней и был удостоен большой золотой медали. И сейчас вы услышите рассказ старика из оперы «Олека» Сергея Рахманинова в исполнении Дмитрия Босова. Волшебной силой песнопенья в туманной памяти моей вдруг оживляются видения то светлых, то печальных дней. И наши сени кочевые в пустынях не спаслись от бед, и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Ох, быстро молодость моя звездой падучею мелькнула, но ты, пора любви, минула еще быстрей. Только год меня любила Мариула. Однажды близ Когульских вод мы чуждый табор повстречали. Цыгане те свои шатры разлив близ наших у горы. 2 ночи вместе ночевали. Они ушли на 3-ю ночь и, брося маленькую дочь, ушла за ними Мариула. Я мирно спал, заря блеснула, проснулся я, подруги нет, ищу, зову. Пропал и след,
Интересно, что Рахманинов был не единственным композитором, кто в тот год писал дипломную работу на это либретто. Аналогичные оперы создавали и его однокурсники Никита Морозов и Лев Конюс. Мало того, пушкинские цыганы использовались в качестве сюжета опер и до Рахманинова. Так, например, в 1850 году появилась опера Владимира Кашперова, а в 80-е годы работа Григория Лишина. И даже спустя 20 лет после написания Рахманиновым своей оперы, свою оперу «Цыгане» написал один из главных представителей веризма Руджера Леонкавалла. Всего же на этот сюжет было создано 14 опер и 2 балета, не считая многочисленных романсов и оркестровые сюиты. Звучит романс молодого цыгана из оперы «Алека». Для вас поет Сергей Беляков. Взгляни под отдаленным сводом, гуляет вольная луна. На всю природу мимоходом равно сиянье тона. Кто в небе место ей укажет, промолвит там остановись. Кто сердцу юной девы скажет, люби одно, не изменись. Кто в небе место ей укажет, промолвит там остановись. Кто сердцу юной девы скажет, не изменись, люби одно. Премьера оперы «Алека» состоялась на сцене Большого театра 27 апреля 1893 года. Большую поддержку в этом молодому композитору оказал Петр Ильич Чайковский, который предложил композитору исполнить его одноактную оперу «Алека» вместе в один вечер со своей одноактной оперой «Иоланта». Спектакль был доброжелательно принят зрителями и критиками, и вообще постановка оперы имела большой успех. Одним из первых исполнителей роли Алека в опере выступал друг композитора, наш земляк, выдающийся оперный певец Федор Иванович Шаляпин, который создал незабываемый и яркий образ главного героя. А сегодня каватину из одноименной оперы «Алека», каватину «Алека» для вас исполнит Владимир Васильев. Весь табор спит, луна над ним полночной красотою
трепещет, какою грустью я томим. Я без забот, без сожаления веду кочующие дни. Презрев оковы просвещения, я волен так же, как они, я волен так же, как они. Я жил, не признавая власти судьбы коварной и слепой. Но, Боже, как играют страсти моей послушной душой. Земфира, как она любила. Как нежно преклонясь ко мне, в пустынной тишине часы ночные проводила, как часто милым лепетанием, упоительным лапзанием задумчивость мою в минуту разогнать умела. Я помню с негой, полной страсти, шептала мне она тогда: люблю тебя в твоей я власти. Твоя легко навсегда, и все тогда я забывал, когда речам ее внимал, и как безумный целовал ее чарующие очи, коз чудных прядь темнее ночи, уста Земфиры. Она вся негой страстью полна, прильнув ко мне, в глаза глядела. И что ж, Земфира неверна. Земфира неверна, моя Земфира, Владимир Васильев и Роман Чуйнов.
1902 год стал особенным в жизни композитора. 29 апреля в церкви 6-го гренадерского таврического полка состоялось венчание Сергея Рахманинова и Натальи Сатиной, которые приходились друг другу двоюродными братом и сестрой. Разрешение на брак ввиду близкого родства просили самого императора, который дал разрешение. То, что соединено на небесах, не может быть разлучено на земле. В этом браке родились две дочери – Татьяна и Ирина, которых Сергей Васильевич искренне любил. Прозвучит вокалист Сергея Рахманинова. Выступает Дарья Ливанова.
революционные идеи, которые начали развиваться в России в начале XX века, Сергей Рахманинов не смог принять и переживал события того времени очень болезненно. Революция 1917 года заставила семью Рахманиновых покинуть Россию, как казалось, ненадолго, но получилось навсегда. Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя. Живя в Европе и Америке, он начинает зарабатывать своим фортепианным исполнительством, дает по несколько десятков выступлений на протяжении концертных сезонов. Каждый его концерт проходит с огромным успехом. Он выступает в лучших концертных залах Европы и Соединенных Штатов Америки, а его популярность доходит до того, что репортеры буквально следуют за ним по пятам. Звучит русская народная песня в обработке Сергея Рахманинова «Белилицы, румяницы вы мои». Поет Оксана Шайдулина. Белилицы, румяницы вы мои, закатитесь за бела лица долой, закатитесь за бела лица долой. Едет, едет мой ревнивый муж домой. Ой, лилю, эх, Лешеньки, лиля. Едет, едет мой ревнивый муж домой. Он везет, везет подарок дорогой. Ой, ли, ой, ли, Лешеньки, лиля. Он везет, везет подарок дорогой, плетеную шелковую батажу. Ой, ой, лиля, ой, лиля, плетеную шелковую батажу. Хочет, хочет меня молоду побить. Ой, лиля, эх, Лешеньки, лиля, хочет, хочет меня молоду побить. Я же не знаю и не ведаю, за что. Ой, ли, эх, Лешеньки, лиля, я же не знаю и не ведаю, за что, за какую, за такую, за беду. Ой, лиля, эх, Лешеньки, лиля. Только было моей тут беды, у соседа на беседе я была. Эх, Лешеньки, лей да лилё, у соседа на беседе я была, да супротив холостого сидела. Эх, Лешеньки, лейля, супротив холостого сидела, холостому стакан меду поднесла. Эх, Лешеньки, лейля, холостой стакан меду принимал, к стакану белые руки прижимал. Ой, да, эх, лег, Дашеньки, ля, к стакану белые руки прижимал, при народе сударушкой называл. Эх, Люда, лилейля, ты, сударушка, лебедушка моя, понравилась походушка твоя. Эх, Лешеньки, лейля, белялицы, румяницы вы мои, закатитесь за бела лица долой. Едет, едет мой ревнивый муж домой, хочет, хочет меня молодо побить. Право слово, хочет он меня побить. Я же не знал,
Сергей Васильевич всегда очень бережно относился к своим рукам, и многие современники отмечали их удивительную красоту. Поражало также то, насколько большими были его руки. Он мог охватить целую дюжину клавиш на фортепиано. Однажды в одном американском городке, когда композитор обедал в ресторане, его начал фотографировать репортер. Рахманинов раздраженно закрыл руками лицо и сказал: «Прошу вас, оставьте меня в покое, я не хочу сниматься». Велико же было его удивление, когда в вечерней газете он увидел свою фотографию с находчивой подписью «Руки, которые стоят миллион». Прозвучит романс Сергея Рахманинова «О нет, молю, не уходи» в исполнении Тимура Сабирова. О нет, молю, не уходи. Вся боль ничто перед разлукой, я слишком счастлив этой мукой. Сильней прижми меня к груди, скажи «люблю». Пришел я вновь, больной, измученный, бледный. Смотри, какой я слабый, бедный, как мне нужна твоя любовь. Мучений новых впереди я жду, как ласк, как поцелуя. Я об одном молю, тоскуя: о, будь со мной, не уходи, о, будь со мной, не уходи. Вдали от родины Сергей Рахманинов никогда не чувствовал себя дома. Пожалуй, единственным местом, которое стало напоминанием его родного дома, стала вилла, которую композитор приобрел в 1930 году в Швейцарии на скале у берега Фирвальштетского озера. Дом, выстроенный в изысканном стиле модерн, с террасами и большими окнами, выходящими на озеро, внутри повторял родные очертания усадьбы в Ивановке. Имение назвали «Синар», в котором объединились имена Сергея и Натальи Рахманиновых. Сергей Васильевич обожал это место и с большим воодушевлением начал здесь писать свои сочинения. С момента отъезда из России и находясь в эмиграции 25 лет, только в последние десятилетия жизни он снова начал сочинять. И сейчас вы услышите романс Сергея Рахманинова на слова Алексея Плещеева «Сон», который для вас исполнит Георгий Ибушев. И у меня был край родной, прекрасен он, там ель качалась надо мной. Но то был сон.
на друзей жива была. Со всех сторон звучали мне любви слова. Но то был сон. Известный американский пианист Иосиф Гофман писал о Сергее Васильевиче: «Рахманинов был создан из стали и золота. Сталь в его руках, золото в сердце». На протяжении многих лет Рахманинов бескорыстно и великодушно помогал родным, знакомым и даже неизвестным ему людям. Находясь за рубежом, в голодные 1920-е годы от Рахманинова в Москву шли продуктовые посылки. Также помогал он и русским артистам, которые находились в эмиграции. А с наступлением Великой Отечественной войны, забыв свои идейные несогласия с советским режимом, Сергей Рахманинов отправлял через американское консульство гонорары со своих выступлений, предназначаемые на лекарства и бытовые нужды людей. У Сергея Васильевича была одна мечта, которой, к сожалению, не суждено было осуществиться – оказаться хоть раз на родной и любимой земле. Прозвучит романс Сергея Рахманинова на слова Галины Галиной «Здесь хорошо». Исполняет Гульнара Байназарова. Здесь хорошо, взгляни, вдали огнем горит река. Цветным ковром луга легли, белеют облака. Здесь нет людей, здесь тишина, здесь только Бог да цветы да старая сосна, да мечта моя. Гульнара Байназарова и Роман Чуйнов.
С января 1943 года здоровье Сергея Рахманинова стало резко ухудшаться. Он стремительно похудел, появился кашель и резкие боли в боку. Свой последний концерт он дал в Ноксвилле, после которого уже не выходил из больниц. Не дожив 3 дней до своего 70-летия, Сергей Рахманинов скончался 27 марта 1943 года. В память о композиторе выпущены юбилейные марки и почтовые монеты. Его имя носят многие образовательные учреждения и концертные залы нашей страны, а также Русская консерватория в Париже. Именем композитора названы улицы десятков городов России, Казахстана, Украины, Испании, Америки. Композитору возведены памятники в Тамбове, Великом Новгороде, Москве, Люцерне и Ноксвилле. А в Казани с 2011 года ежегодно в мае проходит Международный музыкальный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». И пусть в завершении нашего концерта, в дань памяти о выдающемся гении Сергея Рахманинова, прозвучит романс на слова Федора Тютчева «Весенние воды». Для вас поет Регина Валиева. Регина Валиева и Роман Чуйнов.
Дорогие друзья, вот и подошел к своему завершению концерт, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. И я, лектор-музыковед Мария Черных, хотела бы еще раз представить вам наших артистов. Партия скрипки Дарья Ливанова. Партия виолончели Ильяс Камалов. Тимур Сабиров. Сергей Беляков. Дмитрий Босов. Оксана Шайдулина. Гульнара Байназарова. Заслуженная артистка Республики Татарстан Регина Валиева. Народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист России Георгий Ибушев. Концертмейстер, народный артист Республики Татарстан Роман Чуйнов. И, конечно же, художественный руководитель филармонического музыкально-литературного лектория, заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Хотелось бы завершить наш концерт словами самого Сергея Рахманинова. Что такое музыка? Это тихая лунная ночь, это шелест живых листьев, это отдаленный вечерний звон, это то, что родится от сердца и идет к сердцу. Это любовь. А мы с вами не прощаемся, а говорим, как всегда, до новых встреч!